Вы знаете, вот раньше, по-моему, об этом даже не говорили, молчали. То есть, как у нас сложилось, да? На кыргызском, если говорить, это идишая кагышат, там потом ерте катын тагышат, и не надо выносить там и так далее. Поэтому раньше было насилие, и намного жестче было, по-моему. И после того, как уже общественность начала внимание обращать, да, и с помощью средств массовой информации поменялось, получается, правосознание у людей, и они вот сейчас вот они дошли до такой степени, что не надо молчать, не молчи, и обращаться, вот всегда жертвы насилия, любого вида насилия, будь это семейное насилие, будь это сексуальное насилие, они подвергаются несколько раз. Вот это виктимизация, да, получается, получили насилие, написали заявление, и там допросы, бесконечные допросы, дело возбуждает, не возбуждает, отказывается, очные ставки, экспертизы бесконечные, потом просто давление со стороны родителей, давление со стороны от всех давления, даже просто от знакомых давления, да, приходится проглатывать вот это все. Дети, тем более были случаи, когда наоборот дети осуждали своих матерей. Почему написал заявление? Вот помните, да, вот с шинами, вот это прям тогда вот самое ужасное, когда жертва остается наедине со своей болью, наедине со своей травмой. Насилие над женщинами – это очень глобальная проблема, которым подвергаются миллионы наших женщин, девочек во всем мире. И когда жертва, она остается один на один со своей травмой, тогда просто, получается, она ищет выход из всего этого, просто уйти от этого мира. И у нас потом уголовные дела возбуждаются, доведение до самоубийства. В больших случаях пишут записки, там, и не указывают в моей смерти винить кого-то. Просто пишут записки и говорят, просят, наоборот, они сами прощения. Да? Это очень печально. Если же жертва с первых дней насилия ощущает поддержку именно. Насилие – это же психологическая травма. Если жертва получает поддержку от психологов, юридическое сопровождение, если, вот как у Асели, да, общество стало, то есть она не одна, если раньше она была одна, то уже здесь общество стало, вот каждое насилие, хоть оно маленькое, резонансное, нерезонансное, каждое насилие, каждая дискриминация мы должны освещать. Тем самым мы должны правосознание общества. Надо разбудить правосознание общества, чтобы никто не проходил мимо. Это тоже травма, и надо работать с психологами. Самая первая помощь, чем юридическая, это вот первая помощь психолога. Мы, юристы, сопровождаем жертву и смотрим, чтобы не нарушалось ее права. Было бы хорошо, если бы в школах внедрили уроки именно о правах, о культурах, о ненасилии. Потому что насилие – это не только то, что муж избил жену и так далее. Насилие родителей над детьми. Насилие, допустим, очень тоже много случаев у нас в регионах, где кайната, кайнене избивают своих келинок, да? Таких тоже очень много. И, то есть, поднять культуру, что келин, она не рабыня. А самое главное, какой пример получают дети. Потому что в любви, которой вырос ребенок, он никогда не станет насильником. А если ребенок вырос в семье насильника, видит вот это все, и жертва никакие меры не предпринимает, и дальше живут,
вечером избили, утром сидят, чай пьют и так далее, и продолжают вот это все. Ребенок воспринимает это как обыденное, ну, наверное, в порядке вещей. И потом он вырастает, и что делает? Он делает то есть, что увидел в гнезде, то и делает в отношении того, да. Поэтому, дорогие женщины, дорогие сестры, не молчите, пожалуйста. Один раз он ударил, второй раз он сломает, а третий раз он вас просто не будет, да? Либо вы сами пойдете куда-нибудь в ботсад, повеситесь, да? Либо он просто изобьет до смерти. Вот последствия вот эти очень, очень страшные. Это очень хорошее вот, законодательство. Эльвира Сурабалдиева была инициатором, чтобы встречные заявления не применялись. Теперь два варианта. Либо будет еще, эти преступления приобретут больше латентности, так как напишут, раз написали, все, машина поехала, все, его осудят. Либо второй вариант, насильников это как-то остановит, да? Насильников это как-то остановит, потому что законодательство, государство только может остановить это. Мы своими усилиями как-то, вот мы работаем, всю работу ведем, а со встречным заявлением на всей стадии может обратиться жертва. Досудебной, доследственной, на следствии, в суде первой, второй, третьей инстанции. Да? На любой инстанции она может написать встречное заявление. И вся та работа, которая была проведена, она просто... И потом, естественно, последствия. Потому что насильника же тоже таскали, на допросы таскали, в суды и так далее. Может быть, его друзья там, что там, Алынгельбей там, что не может заткнуть свою жену, и что это такое там, туда и сюда, вот ваши феминизмы, ваш гендер и так далее. И тем самым он еще больше озлобленный, да? Безнаказанность порождает насилие. Еще больше жесткое насилие порождает, да? В целях гуманизации. Получается апробация в целях гуманизации, амнистия в целях гуманизации, да, и так далее. Встречные заявления, прекращение в целях гуманизации. Но если вот эти вот в целях гуманизации эти нормы не применять в отдельных каких-то категориях дел, то, мне кажется, я же говорю, насилие мы можем остановить только на законодательном уровне. Не применять вот эту гуманизацию в отношении насильников. Неважно, это семейное насилие, это сексуальное насилие, неважно. Все формы, виды насилия не применять. Тут судебная система может наказать, жестоко может наказать, если оно приобрело общественный характер, резонанс. То есть общество смотрит, да, общество контролирует. Вот тогда можно надеяться на то, что он получит такое хорошее наказание, да? Вот я думала, вот муж Асель вот этой дадут 15 лет, потому что на самое максимальное 15 лет, да? И суд тут можно поаплодировать, что 20 лет дали. Но пожизненно не может дать, не надо осуждать судебную систему, там пожизненное лишение применяется там, за двойное убийство и так далее, за тройное и так далее, да, вот. Но благодаря обществу, благодаря тому, что средства массовой информации всегда освещало вот это все, держало на контроле, да, вот это все, благодаря этому это вот такое наказание. Быть женщиной в Кыргызстане неплохо. Быть женщиной в Кыргызстане хорошо, если эта женщина знает свои права. И если эта женщина, она не молчит. И если за этой женщиной сзади стоит скала, это родственники. В первую очередь родственники. Пожалуйста, дорогие наши кыргызстанцы, не оставляйте своих сестер. Не оставляйте своих дочерей, да, не оставляйте, вообще не оставляйте их наедине со своими этими. Получается, у нас не государство ужесточает, да, а сам народ.
Сам народ следит, контроль берет, просит всех, держит на контроле. А наоборот надо быть. Надо быть наоборот. Государство должно заботиться, государство должно, как у нас в Конституции указано, и давать, дали нам дали свои права, дали гарантии, дали, да? Но надо же, чтобы это все работало. Просто написали закон, но надо же, чтобы она работала, она не была мертвым.